Гиндаргена является одним из крупнейших чеченских тайпов, численность которого свыше 75 тысяч человек. Родовые горы тайпа находятся в Анажай-Юртовском, Урус-Мартановском районах Чеченской Республики и исторической области Нашха. Тайп делится на множество родов: Нине, Сайки, Сингал, Батал и другие. В наши дни представители этого тайпа проживают во многих районах Чечни. Единственное сохранившееся до наших дней родовое поселение тайпа, называемое Гендерген, расположено в Нажай-Юртовском районе Чеченской Республики. Исследователь Броневский относит это село к главным деревням Большой Чечни, где жили немирные или независимые чеченцы. Древняя история чеченского народа, как известно, не сохранилась. Причиной этому являются властные структуры Российской империи и СССР, по указанию которых уничтожили практически всю письменную историю древнего народа Нахчи. Поэтому неизвестно в деталях, чем занимались гиндаргены до XVIII века. Согласно народным преданиям, их предки были воинственным моряцким отрядом, действовавшим в разных частях света. В первой половине XVII века некоторые представители тайпа Гиндаргены, покинув историческую область Нашха, заняли равнинные земли Притиречья за рекой Терек. В 1722 году под натиском русских, которые начали активную деятельность по изгнанию чеченцев с плодородных земель Притиречья, они были вынуждены отступить к Сунже, где заложили аул Чача. И именно здесь в 1758 году произошло первое крупное сражение предков тайпа Гиндаргены с царскими солдатами. В ходе развернувшегося боя поселение Чача было полностью уничтожено, многие жители убиты. Оставшиеся в живых покинули эти места и переселились в селение Мартан, ныне город Урус-Мартан. Последующие их попытки обосноваться в Притиречье были более успешными. Так, в начале XIX века представитель тайпа Гиндаргена из Мартана по имени Чулик переселился к берегам реки Терек и основал там Чулик-Юрт, являющийся ныне райцентром надтеречного района Чеченской Республики. Вместе с ним из Урус-Мартана переселились и многие его сородичи. XIX век для тайпа Гиндаргены, как и для других чеченцев, стал тяжелым испытанием. Приходилось яростно сражаться за честь и достоинство своей родины. В этот непростой период из тайпа Гиндаргены вышло много известных воинов, в числе которых ранее упомянутый Чулик и его племянник Исмаил Дуда. Также, по одной из версий, Ачар Хаджа, который заколол двух русских генералов, тоже был из тайпа Гиндаргены. Во время знаменитого штурма Ахульга в Дагестане один из немногих, кто в этот день сражался до конца с Шамилем, был Мома из аула Гендерген. Наибы Шамилева Аухи, братья Хоту и Хазу, из Гендергена. Самым же известным воином из этого рода в XIX веке можно назвать Наиба Ису, одного из самых талантливых полководцев Северо-Кавказского имамата. В XX веке представители тайпа Гиндаргены продолжили играть заметную роль в военно-политической жизни Чечни. В ходе гражданской войны в России, затронувшей Чечню, одним из руководителей большевиков на территории Чечни являлся Белухаджи Гайтаев из Урус-Мартана. Под его руководством урус-мартановцы принимали участие в Алханюртовском и Гойтинском сражениях с армией Деникина, а также в освобождении равнинной Чечни от полчищ белогвардейцев. На фронтах Второй мировой войны особо отличился майор Олег Учигов, являвшийся первым советским комендантом Кёнигсберга.